Именно в 2010 году у нас было принято ключевое решение. В чем оно заключалось? У нас Конституционный суд вообще был образован аж в 1990 году. И только в 2010 году было принято решение, что необходимо допустить конституционному судопроизводству обычных граждан, и обычного человека. Здесь, кстати, было правильно замечено, что как раз Георгий говорил о том, что речь не идет только о гражданах, речь идет о каждом человеке. Да? И это не зависит от национальности или принадлежности к какому-то конкретному государству. Каждый может обратиться в Конституционный суд, и это не обязательно связано должно быть с каким-то конкретным его делом, с конкретной его бедой. Это не обязательно должно быть связано с тем, что в процессе рассмотрения, в том числе судами, что нужно пройти все имеющиеся судебные инстанции для того, чтобы возникла возможность обращения в суд. У нас сформулировано таким образом. Каждый имеет право обратиться в Конституционный суд с вопросом о конституционности закона или иного нормативного правового акта, если считает, что ими нарушаются права и свободы, предусмотренные Конституцией. То есть тем самым уже Конституция определила, что конституционная жалоба от граждан может быть рассмотрена даже в абстрактном порядке. Не обязательно, чтобы он столкнулся с какими-то бедами, пережил на себе какие-то вот вещи, которые связаны с нарушением законами Конституции.